Здравствуйте, колл-центр ЖКХ, слушаю. Что у вас случилось? Такі адказ чуюць тыя, хто набірае адзіны нумар камунальнай дапамогі 115. Ідэя звязаць у адзіную сістэму усіх пастаўшчыкоў камунальных паслуг з'явілася ў сталіцы. У Мінску такая служба працуе уже 3 гады, цяпер і ў Брэсце. Ни одна заявка, поступившая к нам, она не пропадет, она записывается в специальной программе и направляется мастерам жестов напрямую. Мастера жестов на данный момент снабжены смартфонами, на которых установлено приложение, где они видят все свои заявки и могут их уже исполнять. До контакт-центра подключены все коммунальные службы – ЖРЭУ, водоканал, котельная господарка и іншие. Здесь мы заполняем адрес, допустим, 56. Вот, у нас сразу выбивает домоуправление, куда мы должны отправить мастера, который там работает. Валентина Шпак 24 годы працавала диспетчером аварийной службы. Теперь у контакт-центры. Специфика работы в принципе не изменилась. Те же звонки, те же заявки поступают. Удобно то, что это все очень быстро отправляется на исполнение в домоуправление. И также потом они отписывают нам заявку, которая выполнена. Мы видим, что выполнено, что не выполнено. Пакуль тут 6 диспетчеров. Калі адзіная система охопіць увесь рэгіён, іх колькасць павялічыцца ў 5 разоў. Камунальнікі завяраюць, з наплывам тэлефонных званкоў справяцца. За 2 тыдні з пачатку работы центра тут ужо прынялі звыш 8 тысяч зваротаў. У дзень от 600 до 700. Пиковый час тыдзень подачи тепла в жилёвый фонд. В колл-центре работаю недавно. В течение 2 недель за это время поступило очень многое количество заявок, связанных с системой отопления, водоснабжения, электрики. Все заявки стараемся устранить в течение 1 дня. И при необходимости отзвонимся мастеру, чтобы ускорить их процесс работы. На чарзе Барановича и Пинск, потым астатнія райцэнтры. До конца года контакт-центр стане агульнаабласным. Таксама жыхары Брэсцкай вобласці змогуць звяртацца на сайт «Мой город» по адресе 115 Бел. Сюды можна будзе дасылаць фотаздымкі і запыты па добраўпарадкаванні сваіх населеных пунктаў і ўбачыць, наколькі хутка ён вырашаецца. Евгения Мороз, Александр Сивицкий, телерадиокомпания «Брест».